благодарны. И с нами сейчас на прямой связи адвокат Николай Полозов. Добрый день, Николай. Здравствуйте. Николай, как вы считаете, вот ситуация с телеканалом АТР – это бюрократическая ошибка или все-таки политическая воля? Ну, на мой взгляд, в условиях, когда фактически единственный телеканал, который вещает на языке коренного народа Крыма, на крымско-татарском языке, транслируется в Крым, в условиях, когда он является, фактически единственным, скажем так, средством прорыва той информационной блокады, которую российские власти в оккупированном Крыму, российские пропагандисты устроили гражданам Украины, жителям Крыма, в условиях, когда, фактически это единственный глоток свободы, который удается вдохнуть жителям Крыма в той действительности, в которой они находятся, поддержка этого канала, безусловно, должна быть делом власти Украины, государственной власти, должно быть, безусловно, в приоритете. И последние события, которые я наблюдаю в связи с каналом, что якобы не выполнены какие-то условия финансирования и так далее, указывает, наверное, больше на уже осознанную государственную политику, которую проводят новые власти Украины в отношении как телеканала, так жителей Крыма и в целом проблемы оккупации Крыма. Поэтому я, честно говоря, убежден, что любые бюрократические проблемы разрешаемы. В том случае, когда они не разрешаются, наверное, на то есть какая-то политическая воля. И если это действительно так, то это очень печально. Это означает не только прекращение вещания отдельного телеканала, это означает последовательную сдачу Крыма как такового российским оккупантам. А давайте поговорим о значении телеканала. Вот вы занимаетесь правозащитной деятельностью и ведете дела крымских татар. Как помогал канал вашей деятельности? Нет, безусловно, когда занимаешься политическими делами, огласка, придание информации, скажем так, распространение ее, безусловно, в целях подзащитных, потому что все темные дела, они происходят в абсолютной тишине, и эта тишина вполне устраивает российские власти, когда есть только точка зрения силового органа, ФСБ, например, и нет никакой отличительной точки зрения. И во многом те крымские политзаключенные, которых удалось вернуть в Украину, которых я защищал, их поддержка, в том числе информационная, была обусловлена деятельностью телеканала АТР. Вы были совсем недавно в Крыму, где проходило очередное дело по ВДЖ-Кашка. Как закончилось дело, и вы встречались с крымскими татарами, и вот как реагируют люди на происходящее с каналом? Что касается дела ВДЖ-Кашка, то Киевский районный суд отказался удовлетворить нашу жалобу. Это было прогнозируемое решение. Мы видим, что российские силовики, российские судьи идут по пути покрытия преступлений своих коллег, идут по пути, скажем так, отказа от соблюдения конституционных прав, в том числе права на жизнь в отношении ВДЖ-Кашка. И, естественно, на этом мы не остановимся, будем обжаловать, естественно, с прицелом на международные инстанции. Но вы правы, я действительно общался там с людьми, которые приходили на этот суд, приходили поддержать. И, конечно, то, что происходит сейчас с телеканалом АТР, вызывает у них очень серьезную обеспокоенность, поскольку многие из них, откровенно говорили, что они вынуждены все-таки поддерживать свой язык, они вынуждены читать и смотреть новости на крымско-татарском языке. Если не будет АТР, то в конечном счете они будут вынуждены смотреть российский пропагандистский телеканал, который вещает на крымско-татарском языке в Крыму. И это очень печально. Это убивает в людях ту надежду на освобождение, ту надежду на спасение, которую они ждут со стороны украинских властей.